Музей современной истории России подготовил выставку «НАТО. Хроника жестокости», посвященную ключевым международным событиям от начала Холодной войны до наших дней, связанных с военной деятельностью Североатлантического альянса. Сегодня эта выставка открывается у нас в историческом парке города Якутска. Слово предоставляется заместителю председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Константину Иосифовичу Косачеву. Мне сегодня предоставилась возможность уже второй раз открывать эту выставку. Первый раз в Москве, в Музее современной истории России, 14 апреля. Она открывалась ровно в тот день, когда в 1949 году образовался Североатлантический альянс. Сегодня эта выставка открывается сразу в почти 3 десятках городов, субъектов Российской Федерации. И таким образом правду об истории Альянса, которая по сути является историей его агрессии в отношении всего окружающего мира, узнает вся наша страна. Понятно, что за десятилетия существования Альянса накопилось огромное количество фактов, свидетельствующих о том, что Альянс на самом деле не решает никаких глобальных проблем современности. Более того, он генерирует новые. Если посмотреть, чем сейчас озабочено человечество, это разрыв между богатым севером и бедным югом, или между богатым западом и не очень богатым востоком. Это инфекционные заболевания, это международный терроризм, трансграничная преступность. Все эти проблемы действительно требуют глобального подхода и усилий всего цивилизованного человечества. Ни одна из этих проблем не может быть решена отдельно взятой группой государств, либо и тем более военным блоком. Тем не менее, НАТО, сохранившись уже после завершения Холодной войны, начинает со все большей бесцеремонностью и агрессивностью претендовать на некую глобальную ответственность за то, что происходит в современном мире. Если в первый период существования НАТО, в годы Холодной войны, худо-бедно этот альянс обеспечивал безопасность тех государств, которые входили в его состав и которые испытывали на себе угрозу от других военных блоков, с завершением Холодной войны совершенно точно эти угрозы прекратили свое существование. И это значит, что с завершением Холодной войны исчезла сама первооснова существования Североатлантического альянса. Тем не менее, НАТО провел 5 волн расширения. На экране даже написано и 6, и 7, если считать последнюю Черногорию. То и в результате этого расширения границы Альянса, восточные границы Альянса, приблизились к нашей стране более чем на 1000 километров. Люди, которые понимают, что такое война, что такая военная угроза, четко осознают, что такое приближение современных систем вооружений на 1000 километров к территории потенциальных боевых действий. Но что еще хуже, за это время Альянс не только прирастился новыми членами, но он вышел за границы своей территории. С момента завершения Холодной войны в мире было проведено с участием стран НАТО 42 военных операций, подавляющее большинство из них без какой бы то ни было санкции со стороны Совета Безопасности ООН, то есть по собственному разумению и в собственных интересах. И вот теперь заявка на некое глобальное лидерство, когда уже страны, которые существуют в остальном не натовском мире, даже не спрашивают, а как они относятся к НАТО, нужны ли этим странам натовские услуги в сфере безопасности, готовы ли они вставать под натовский, читай, американский зонтик.
Разумеется, подавляющее большинство стран к этому не просто не готовы, но этому активно сопротивляются. И среди этих стран, разумеется, наша страна, Российская Федерация. Мы не приемлем однополярного мира. Мы не приемлем претензий НАТО и единственного лидера этого альянса, Соединенных Штатов Америки, на единоличную гегемонию в мире. И именно это обусловило проведение специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины. Операции, которая на самом деле предотвращает, и я уверен, уже предотвратила полномасштабный военный конфликт между нашей страной и странами НАТО, если бы осуществился сценарий втягивания Украины в этот враждебный для России антироссийский блок. Вот это самая страшная угроза для нашей страны уже ликвидирована. Я уверен, что вслед за этим, по мере завершения специальной военной операции, будут ликвидированы и другие угрозы, исходящие в наш адрес и со стороны Украины, и со стороны Североатлантического альянса, связанные с размещением войск и военных баз и вооружений в непосредственной близости от российских границ, связанных с поддержкой откровенно националистических, неонацистских движений в этих странах, связанных с подавлением всего, что ассоциируется с Россией, будь то русский язык, либо люди, которые говорят на русском языке. Вот все эти угрозы сейчас являются предметом устранения со стороны России по итогам этой специальной операции. Я уверен, что подавляющее большинство россиян поддерживает решение президента Российской Федерации о начале, о проведении специальной военной операции, которая в конечном итоге имеет цель, о которой я только что сказал, сдержать безостановочную агрессию НАТО, которую этот альянс практиковал все последние годы и десятилетия, но который, я уверен, он больше не сможет практиковать ни годы, ни тем более десятилетия вперед. А эта выставка позволяет нам всем еще раз вспомнить историю, еще раз осознать все те угрозы, которые исходят в адрес окружающего мира и в адрес нашей страны со стороны этого альянса. Спасибо организаторам, спасибо Музею современной истории, спасибо всем тем, кто посетит эту выставку, кто еще раз ужаснется тем преступлениям, которые были совершены Североатлантическим альянсом, начиная с 1949 года, и кто еще раз поймет, осознает, что наша страна, Российская Федерация, всегда была и остается сейчас по правильную сторону истории. Добро пожаловать на выставку. На выставке экспонируются фотографии и мультимедийные материалы из собрания Государственного Центрального музея современной истории России, а также предоставленные Министерством обороны Российской Федерации, Центральным музеем вооруженных сил, Российским историческим обществом, Университетом МГИМО, информационными агентствами ТАСС и «Россия сегодня». До конца апреля 2022 года выставка НАТО «Хроника жестокости» в мультимедийном формате откроется в 23 исторических парках «Россия. Моя история» по всей стране. Слово предоставляется руководителю администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия Георгию Николаевичу Михайлову. Добрый день, уважаемые участники торжественного открытия. Конечно, вот благодаря тому, что у нас есть парк свой исторический, благодаря решениям, которые приняты руководством республики, мы одними из первых в стране после центральной части России, одновременно по всей России имеем возможность посмотреть те ужасы войны, которые были у нас с 1949 года. В начале апреля в Москве открылась выставка в этом году. Для подавления бойцов
которые участвуют у нас в специальной военной операции. Вот если посмотреть историю, конечно, данный блок, он был создан для подавления господства нашей великой страны. В то время еще Советского Союза, сейчас Российской Федерации. Если еще раз посмотреть, прочитать, то за все время существования блока НАТО, за 73 года, большая часть члены блока, они участвовали в войне, они творили войну, они наводили ужас на страну, они воевали во всех практически континентах нашего земного шара. И те беды, те ужасы, которые испытали жители стран, это не передается словами. Какая-то маленькая толика, она, возможно, передастся с помощью данной экспозиции. Хотел бы сказать, что нашим президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным принято очень правильное решение. Вот если посмотреть длительность полета ядерной бомбы до столицы нашей страны, до Москвы, сейчас около 8 минут. Если бы это стало, ядерные боеголовки стали бы на территории Украины, то время бы сократилось в 4 раза, до 2 минут. И это об этом много говорит, и думаю, что принято очень правильное решение для того, чтобы искоренить однополярный мир, чтобы искоренить гегемонию отдельных стран на нашем земном шаре. Еще раз благодарю сотрудников музея для того, чтобы они в сжатые сроки смогли сорганизоваться, подготовить для жителей города Якутска и гостей столицы данные выставки. Еще раз спасибо. Блок НАТО известен миру как один из самых агрессивных военно-политических союзов в истории, без колебаний, применяющий силу для защиты своих интересов в любой части земного шара. Непрерывное расширение альянса в последние десятилетия, приближение НАТО к границам России радикально изменило характер угроз для нашей страны в настоящее время. Экспозиция обращает внимание на противоречие между миролюбивой риторикой государств-членов НАТО и жестоким содержанием реальной политики блока, которые проявились в вооруженных конфликтах по всему миру с середины 20 века до наших дней. На этом мы завершаем открытие выставки НАТО и хроника жестокости и приглашаем всех на экскурсию, которую проведет экскурсовод Александр Григорьевич Герасимов. Я предлагаю на память быстренько сделать фото. Давайте, коллеги, встаньте здесь на память, потому что не так часто у нас такие гости появляются. С удовольствием, спасибо. Так, а теперь, дети, давайте тоже подойдите, чтобы у вас тоже была хорошая памятная фотография. Только побыстрее, ладно? Студенты. Ну, нет, конечно, можно. Студенты тоже дети. Давайте. Можете кто-то здесь спереди присесть на форточке, молодые люди. Так, кадеты тоже чуть поближе к нам подойдите. Боком. Отлично.
Спасибо, спасибо. Ну а теперь, пожалуйста, молодые люди, девушки, проходите на выставку, ознакомьтесь. Александр Герасимов у нас экскурсовод. Александр.